По словам парламентария, он подготовил законопроект еще в начале декабря, но аппарат Жогорку Кеңеша не публикует его на официальном сайте для общественного обсуждения. Законопроект еще не инициирован, законопроект находится на общественном обсуждении. Законопроект в целом о чем говорит? Чтобы зарплата депутатов, премьер-министра, президента была снижена до уровня прожиточного минимума. Это будет правило работать в случае, если республиканский бюджет будет принят с дефицитом. Если республиканский бюджет будет принят с профицитом или нулевой, то в этом случае депутаты и другие лица, о которых я сказал, они будут получать нормальную зарплату, которую сейчас получают. Данная инициатива Дастана Бекешева не нашла поддержки у депутатского корпуса и назвали ее популистской. По словам парламентария Анвара Артыкова, если снизить зарплаты, то все начнут воровать. Это нецелесообразно, потому что если снизить зарплаты до 5000 сомов, все начнут воровать, и депутаты, и чиновники. Я считаю данную инициативу популизмом. У меня, например, нет других источников финансирования. Никогда не было никакого бизнеса. По словам же другого парламентария, депутаты 6-го созыва лишены всяких привилегий. Остался только один помощник. Тогда как до этого у депутатов были и советники, и консультанты, шофер и служебная машина. У депутата 6-го созыва остался только один помощник и все. Если снизить зарплату, то на что мы будем жить тогда? По моему мнению, это чистой воды популизм со стороны инициатора. Я против такого предложения. Между тем, гражданский активист Руслан Ахматбек отметил, что предложенная инициатива как никогда актуальна, и в то же время привел пример, что в других развитых странах зарплата депутата высокая, и если снизить, то это никак не отразится на них. Но в нашем государстве почему предлагается такая инициатива, так это из-за того, что многие не соответствуют своим статусам, и общественность недовольна результатом их деятельности. Он также отметил, что в депутаты не идут только из-за зарплаты. В парламент идут не только из-за заработной платы, а есть другие интересы. Снижение заработной платы депутатам особо не повлияет на них. Возможно, для некоторых 5000 сомов это как 50 или 500 сомов. Поэтому данная инициатива с одной стороны нужна, а с другой популистское заявление. Но и этому нардепы противятся как могут, лишь бы не пропустить. Это и показывает их истинное лицо. После того, как в Кыргызстане начался политический кризис и 6-й созыв стал практически бессрочным, депутаты пообещали, что будут работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране. Однако после выяснилось, что они продолжают получать зарплату. Отметим, Национальный статистический комитет сообщил о повышении прожиточного минимума. Теперь он составляет 5358 сомов 53 тыйына. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.